Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Улучшить свои жилищные условия до 2017 года смогут около 3000 жителей Северной Осетии. Это люди, чьи дома признали аварийными. Для них уже строят новые квартиры. За этим проектом пристально следят федеральные власти. Выборы в собрание представителей Владикавказа и в парламент уже прошли, а вот улицы города продолжают пестрить агитационными листовками. Мэрия призывает депутатов убрать за собой. Волейбольный клуб «Аристон» на грани исчезновения. Команда испытывает финансовые проблемы. Несколько игроков уже покинули волейбольный клуб. Эти и другие темы далее подробно. В Северной Осетии до 2017 года из аварийного жилья должны переселить около 3000 человек. Об этом на выездном совещании сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Чиновник отметил, что проблем возникнуть не должно. Деньги на строительство есть. Мы обязаны выполнить программу переселения из аварийного жилья, которая запланирована на 2014 год. Корабль в хорошем смысле слова раскачали, но не для того, чтобы он нахлебался воды и пошел вперед. Средства бюджетные выделены, несмотря на все сложности, на все санкции. Ни одной копейки нам бюджет не срезал. В регионах средства тоже есть. Осталось только одно – жесткая требовательность за выполнением подрядчиками тех нормативных документов и сроков особенно. И второе, конечно, качество жилья. Претендовать на новые квартиры могут граждане, чьи дома признали аварийными до 1 января 2012 года. Это почти 100 семей. Для них планируют возвести 126 многоквартирных домов. Один из таких строящихся объектов чиновники посетили сегодня. Они заложили медную капсулу с посланием для потомков. Совсем скоро здесь появится еще один многоэтажный дом. В него планируют заселить людей, чье жилье признали аварийным. 120 квартир. Именно столько планируют построить. Ровно через год сюда заселят 116 семей. К строительству нового жилья приступят уже на новой неделе. Средства выделены из федерального и местного бюджетов. Кроме этого, администрация Владикавказа взяла на себя расходы по благоустройству территории. Мы собираемся потом смонтировать вот именно этот блок, в который у нас была заложена капсула, цоколь заложенного дома, на котором будет в дальнейшем табличка. И впоследствии наши поколения, может быть, смогут, когда этот дом уже придет в негодность, через много-много лет, я думаю, не раньше, чем через 100 лет, вытащить эту капсулу и почитать наше послание. Программа по переселению из аварийного жилья должна быть выполнена на 100%. За просрочку исполнения майских указов штраф от 100 до 500 тысяч рублей. В правительстве Северной Осетии уверили, что работы будут выполнены в срок. Елена Черенкова, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ. Депутатам, баллотировавшимся в Гордуму, не хватило недели, чтобы убрать за собой. Уже сегодня представители административно-технической инспекции мэрии вышли на улицы Владикавказа. Они патрулируют городские объекты и выявляют злостных нарушителей. К ним будут применяться штрафные санкции. Физлица заплатят 2000, организации 10 тысяч рублей. Несмотря на постановление администрации, значительное количество листовок все еще остаются развешанными на городских улицах. При выявлении правонарушений будут направляться уведомления тем кандидатам депутатов или организациям, которые размещали данный агитационный материал, вызываться на составление протоколов об административных правонарушениях. При составлении протоколов далее материалы будут передаваться на рассмотрение в административную комиссию муниципального образования, где будет уже определяться решением, выноситься штраф, назначаться наказание. В живописное Куртатинское ущелье приехали аспиранты, доценты и профессора Северной Осетии. В молодежном центре «Барс» они проведут 3 незабываемых и насыщенных дня. Второй год подряд научный лагерь «Построй свою башню» становится площадкой для общения ученых. Основная цель мероприятия – это стимулирование молодежи к занятию, в первую очередь, разумеется, наукой. Но научная работа должна сопровождать не только книжками и библиотекой, но и подобного рода мероприятиями. После размещения в уютных номерах участникам рассказали о программе лагеря. В течение 3 дней технари и гуманитарии прослушают лекции по истории и культуре Северной Осетии. Кроме этого, молодые ученые отправятся на экскурсию по горным тропам. Я считаю, что это отличная возможность для нас, для молодых ученых нашей республики, познакомиться, во-первых, обменяться опытом, так как каждый из нас представляет разные отрасли науки, обменяться опытом, и все это будет происходить не в какой-то академической, очень строгой атмосфере, а в непринужденной, уютной, теплой атмосфере. В
Возможно, в скором времени лагерь «Построй свою башню» станет межрегиональным. Молодые ученые смогут порадовать своими открытиями и поделиться опытом с более юными участниками лагеря. Залина Губурова, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Творческая встреча с известным кабардино-балкарским поэтом Хасаном Тхазепловым прошла во Владикавказе. В Северной Осетии он частый гость. На этот раз автор приехал в рамках литературного проекта «Зеленая лампа». На беседу с заслуженным деятелем культуры России пришли поэты и писатели Северной Осетии, а также почитатели творчества Тхазеплова, люди в основном старшего возраста. Они говорили о развитии культуры, искусства и литературы в стране. Хасан Тхазеплов рассказал о своих работах. В основном стихи поэта посвящены Богу и судьбе, жизни и смерти, человеку и любви. Он автор многих книг, среди которых «Караванщик», «Третья смена», «Лунный дождь» и «Зерна сердца». Я недавно, недели 2 назад, был приглашен в Белоруссию, вот по такому случаю. Там собрали все такие видные писатели, поэты из стран СНГ и ближнего зарубежья. И вот там тоже происходило вот такое мероприятие. О будущей литературе был разговор, о том, чтобы связи надо наладить заново. И вот то, что было раньше, взаимоуважение, взаимовыручка и взаимообогащение литературами, вот это необходимо дальше заново начинать. В 2013 году Владикавказ наблюдал одно из самых трагичных событий в истории республиканского спорта – развал футбольного клуба «Алания». Проблемы с финансированием, потом и вовсе его отсутствие, вылет из премьер-лиги, уход сначала приезжих, а затем и местных игроков. Подобному риску сейчас подвергся еще один вид спорта в республике. Уже 3-й месяц волейбольный клуб «Иристон» претерпевает финансовые трудности. Игроки даже не смогли пройти необходимую физическую подготовку. Мы пока на чемпионат не заявились, хотя у нас заявочный день был 26 августа. Но тем не менее федерация наша идет нам навстречу, дает нам время отсрочки. Надеюсь на то, что все-таки ситуация стабилизируется. Заявиться пока не удалось, заявочный взнос проплатить не удалось. Я думаю, что было бы правильно помочь и помогать. Команда существует уже более 20 лет и периодически сталкивается с трудностями. Но подобные проблемы возникли впервые. Шансов попасть на чемпионат с каждым днем становится все меньше, а возможность сохранения волейбола в республике после такой неудачи стремится к нулю. Тем не менее, игроки команды до последнего надеются на лучшее и продолжают тренироваться. Желание у игроков играть есть. С других городов игроки приезжают в команду, хотят играть у нас. Но, как видите, из-за плохого финансирования не получается. Даже нет возможности нормально тренироваться. Вот у нас команда, сезонную подготовку мы не прошли. То есть получается, сейчас мы к сезону практически не готовы. Если сейчас команда снимется, то это уже все. Это команды больше не будет. Это надо очень много желания с руководства, чтобы снова возобновить команду. Поэтому не хотелось бы. Вроде бы нас на бюджет поставили, но до команды пока деньги не доходят. Несколько приезжих игроков уже покинули команду. А администрация клуба, тренерский состав и игроки команды последнюю надежду возлагают на руководство республики. Сабина Алборова, Алан Гасанов, Тимур Мазаев, Осетия ТВ. Thank you.